Вдохновение, оно должно быть всегда. И если пропустишь, например, 3-4 дня не будешь заниматься этим, то тогда уже на рельсы творчества встать заново очень трудно. Приходится каждодневно, ежечасно почти трудиться в этом плане. Асанов Эдип, псевдоним Бахчисарайли. Родился в 1958 году. Композитор, автор, исполнитель. Иногда пишу и слова к песням. Отец Асанов Айдер, известный потомственный ювелир. Через годы депортации он сумел сохранить, возродить, оживить искусство крымских татар филигрань. Оставил после себя замечательные работы, оставил достойных учеников. Мать Асанова Нияр родилась и выросла в семье известных народных музыкантов. Оба моих родителя родились и выросли в Бахчисарае. Им я посвятил свою песню «Бахчисарай Аралклар». Советы отца были главными. Я советовался с ним вплоть до того момента, когда он покинул нас. Он был для меня не только отцом, но и другом. У него были обширные знания, у него был широкий кругозор. Он был замечательным, великолепным рассказчиком. Говорил не спеша, медленно. Я запомнил на всю жизнь его рассказы о его молодости, о Бахчисарае, о Крыме. Не только я обращался за советом, к нему за советом приходили и соседи, и друзья, и родственники, и даже сильные мира сего. Он был порядочным, честным и справедливым. Один эпизод из его жизни запечатлелся в моей памяти, когда он учился в художественном училище имени Бенькова в Ташкенте. Он был комсоргом на своем курсе. В то время был комендантский режим для депортированных. После 6 вечера нельзя было выходить за пределы района, а он был молодым и очень хотел вместе с друзьями ходить на танцы, встречаться. Но это было нельзя. В один из дней он плюнул на все и поехал на танцы. И когда возвращался, это было уже поздно вечером, его задержал патруль. Ему дали 3 суток ареста. И после того, когда он вышел оттуда, он прямиком пошел в горком комсомола и, положив на стол свой комсомольский билет, сказал: «Я не хочу больше быть комсомольцем». Женат. Супругу зовут Зарема. И, соответственно, моя песня «Зарема» посвящена ей. У нас 2 сыновей – Эмиль и Тимур. Эмиль женат, тоже имеет 2 сыновей. Когда он женился, я для них, для молодых, написал и посвятил свою песню «Кармазы Гуллер». Тимур еще не женат, но я думаю, когда женится, я его тоже не обойду вниманием. И самые главные члены на данный момент нашей семьи – это мои 2 внука, Арслан и Адиль. Я тоже мечтаю, чтобы они посвятили себя сцене. Для этого я уже начал работу. У меня уже есть несколько детских песен для них. А в целом о семье может рассказать моя песня «Хорантам».
Сейчас мой смысл жизни – это дать путевку моим внукам. Потому что детям я уже путевки раздал, они уже самостоятельные, у них есть свои профессии, у них есть своя работа, а вот внуки, они еще несмышленные, их надо направлять, их надо обучать, им нужно показывать правильные пути в жизни. Так решил, наверное, Всевышний. Ну и родители в этом плане, конечно, сыграли свою роль. Я с 3-летнего возраста связан с музыкой. В 3 года я уже пел крымско-татарские народные песни, а первой моей песней была песня «Аяр кечесінде». Затем в 5-летнем возрасте у меня обнаружили абсолютный слух и отдали в музыкальную школу. Я учился на фортепианном отделении, затем учеба в музыкальном училище на теоретическом отделении, затем консерватория, композиторское отделение, и потом дирижерско-хоровое отделение нашего Крымского инженерно-педагогического университета. С музыкой я связан каждый день, каждый час. Это стиль жизни. Бывают такие моменты, что музыки бывает в жизни очень много, или же в творчестве что-то не ладится. В такие моменты я ненавижу музыку. Но это чувство быстро улетучивается, и все возвращается на круги своя. Если говорить об уникальности нашей музыки, то это надо дать такой глубокий, исчерпывающий ответ, а это могут дать только представители нашего поколения, потому что они выросли на этой музыке, они ее знают изнутри. Уникальность нашей музыки в ее самобытности, в ее удивительной красоте, такой же красоте, как наша Родина, наш Крым. Уникальность нашей музыки своеобразной, характерной орнаментики, мелизматики нашей музыки. Уникальность нашей музыки в большом диапазоне ритмических сеток, размеров. Уникальность нашей музыки в многоладовости. У нас присутствуют все лады, которые есть, кроме пентатоники и кроме целотонной гаммы лада. Уникальность нашей музыки в ее древнем происхождении. Это еще в духанский, в ханский период. Уникальность нашей музыки в ее устном передавании из поколения в поколение. С этой мыслью я переезжал в Крым. Я надеялся, что сейчас у нас появится в Крыму свои оркестры, биг-бенды, свой симфонический оркестр, ансамбли, появятся новые певцы, и наша музыка пойдет вперед в развитии. Чтобы творить, нужно знать основу, надо знать свои корни. А наши корни – это фольклор. И это должно быть основой и для джазменов, и для народников, и для тех, кто пишет серьезную классическую музыку, и для эстрадников. Возьмем, к примеру, джаз. Что такое джаз? Джаз – это импровизация. Наши же музыканты берут какие-то национальные песни, национальные мелодии, обрабатывают их. А когда приходит время импровизировать, то в лучшем случае звучит мугам без национальной идентичности, то есть это не крымско-татарский мугам, или же европейская импровизация. А слабо научиться импровизировать нашим музыкантам в крымско-татарском стиле.
как это делали в свое время покойный азербайджанский пианист и композитор Вагиф Мустафазаде или болгарская группа Пловдив, или же сейчас тот же азербайджанский музыкант Энвер Садыков, Джанго Агусев и его оркестр. Да тот же Эфсане, если взять крымско-татарский, когда-то в 90-е годы играл и джаз-рок. И он был именно крымско-татарским. Хотя у меня есть песни и на русском языке, и на крымско-татарском, и на турецком, и на узбекском, и на английском. Но приоритет всегда был крымско-татарский. Всю жизнь я этому посвятил. Сегодня, вот, начав записывать новый свой альбом, я даже хочу пойти дальше, показать нашим слушателям, нашим музыкантам то, что можно писать песни не только, вот как сейчас звучат на свадьбах, эстрада, но у нас есть другие жанры. Поэтому я сейчас в свой новый альбом включил новые песни. В альбоме будут звучать иляхи. В альбоме будет звучать хард-рок, биг-бендовский чеберек-джаз. Конечно, будет представлена эстрада. У меня есть хип-хоповая песня, R&B. То есть жанров много. Над этим можно работать и делать, но это все должно быть, фундамент должен быть крымско-татарский. Музыка должна быть крымско-татарская. И тексты должны быть профессиональные крымско-татарские, а не самопальные, как это делается сейчас. В песенном инструментальном творчестве сейчас период и стагнации, и также период оккультурации. В стагнации мы еще живем в прошлом веке музыки. Почему? Потому что сейчас до сих пор наша молодежь берет национальные песни, национальную музыку, аранжирует ее в современном стиле. Но извините меня, это уже 70-е, 80-е годы прошлого века. Весь мир уже отошел от этого. На смену стагнации сейчас пришла и оккультурация. Что такое оккультурация? Это проникновение извне чужой музыки, чужих песен. И что обидно, это делают наши же музыканты и певцы. Как, я не побоюсь это слово, словно диверсанты. Но при этом, хоть и идет оккультурация, наша музыка еще отличается от другой, но это уже первый шаг к ассимиляции в музыке. То есть дальше может быть только хуже. Вы посмотрите на крымско-татарском радио, на концертах, на свадьбах звучат турецкие, азербайджанские, греческие, балканские, кавказские, сейчас уже и французские, казахские и даже индийские песни на крымско-татарском языке. Это просто меня убивает непонимание того, о чем поет певец. Что на это влияет? Конечно же, если певец не владеет своим родным языком, это сказывается. Он говорит, поет как иностранец. И когда сочиняется песня, то поэт, песенник
должен немножко разбираться в музыке. Потому что поэт и поэт-песенник – это разные специальности. Поэт-песенник должен построить текст так, чтобы слова в песнях, а в каждом слове имеется свое ударение, они совпадали с сильными и относительно сильными долями в музыке. Тогда это все получается хорошо, приемлемо. А если не совпадают эти ударения, то получается порой смешно. Я знаю несколько примеров, когда одно и то же трехсложное слово имеет в одной песне 3 разных ударения. Мы не предали то, что мы когда-то изучали. Вот я всю жизнь старался, чтобы все мое творчество было крымско-татарским, будь то новые песни, будь то старые песни. Для меня чужое – это чужое. Это их лицо, это их богатство. У нас есть свой менталитет, у нас есть свое искусство, у нас есть свой колорит, своя музыка, свой фольклор. И мы должны это все развивать. Другой дороги нету. Было время, когда в годы депортации, это 45-50 лет назад, благодаря нашим свадьбам, благодаря нашим народным музыкантам сохранился наш фольклор, сохранился наш язык, сохранилась наша музыкальная культура, обычаи, обряды, традиции. Но что мы видим сейчас? Сейчас крымско-татарская свадьба, как в известной русской народной сказке, повернулась к нам на 180 градусов и убивает наши традиции, стирает с памяти все национальное. На наших свадьбах уже давно не исполняются музыкальные произведения, песни, инструментальные мелодии в том ключе, в каком они были написаны когда-то. Создается впечатление, как будто происходит намеренное заимствование чужой культуры, чужой музыки. И это все делают, опять же, наши же музыканты, наши же певцы. Уничтожается своя музыкальная культура. Во мне это все вызывает беспокойство, тревогу. Неужели наша музыкальная культура достойна этого? Неужели это все нельзя исправить? Я в одиночку это исправить никак не могу. И мне обидно за нашу музыкальную культуру. Выход только один. Это надо всем объединиться. Создать крымско-татарский ансамбль народных инструментов при радио, телевидении. И пригласить туда тех музыкантов, которые еще помнят все наши забытые песни, мелодии. Надо создать фундамент вместе с ними, записать весь фольклор, а затем создать национальную студию, чтобы записывать там современную музыку, пригласить туда самых лучших композиторов, поэтов, аранжировщиков, звукооператоров. И лет 5-6 записывать нашу молодежь на конкурсной основе бесплатно. Дать для них фору, чтобы наверстать упущенное. Мы отстали от всего мира на долгие-долгие годы. Если говорить о национальной идее, то у каждого свое видение, свой ответ на этот вопрос. Но
с моей точки зрения, сегодня самая главная проблема – это крымско-татарский язык. В прошлые годы как-то я прочел статью одного журналиста, где было написано, что сейчас у молодежи становится модным крымско-татарский язык. Для меня это абсурд. Как может быть свой крымско-татарский язык быть модным? Он должен впитываться с молоком матери. Он должен быть твоим языком на всю жизнь, каждый час, каждую минуту. Язык – это носитель истории народа, его обычаев, его обрядов, его традиций. И каждый крымско-татарин, каждая крымско-татарка должны принимать участие в спасении нашего родного языка. Ну, например, возьмем, у нас у каждого есть своя семья. Это как бы семейное государство, в котором глава семьи является президентом, а его вторая половина – премьер-министр. Президент, глава семьи, издает указ, по которому в семье все говорят только на родном языке. А премьер-министр, то бишь мать семейства, она следит за этим. Ведь это же можно претворить в жизнь, чтобы в семье каждый крымский татарин разговаривал на своем языке. А когда ты выходишь на улицу, идешь учиться в школу, в университет, пожалуйста, разговаривай на любом языке. Если нам не подвластны вот такие простые вопросы, если мы не можем решить задачи, то о каких-то больших глобальных задачах, вопросах нам и не стоит думать.